Голубой дорогой Якутии называют Великую Лену. Впервые в этом году воды Сибирской реки бороздят комфортабельные теплоходы, созданные руками наших венгерских друзей. К услугам пассажиров просторные каюты, 2 ресторана, фойе, салон для отдыха. Библиотекарь из Алекминска Акулина Платонова с дочкой Танечкой едут домой. Ну а эти пассажиры и здесь чувствуют себя как дома. Кажется, ну что весеннего в этой тайге якутской? Но это как посмотреть. А знаете ли вы, что первыми вестниками весны на таежных тропах всегда бывают геологи? И вот эта геофизическая партия Бату-Абинской экспедиции вышла на поиски алмазных месторождений, не дожидаясь, когда снег откроет землю. Словом, если в тайге геолог, значит в тайге весна. Вы узнаете? Да-да, обычная драга. Но здесь она добывает не золото. Впервые в стране машиностроители переоборудовали драгу, и теперь в районе Мирного с ее помощью разрабатывается богатейшее месторождение якутских алмазов. Драга работает в тяжелых условиях вечной мерзлоты. Но несмотря на это, ее коллектив решил увеличить к концу семилетки добычу алмазов в 25 раз. Для кого как, а для ребят из Кюсюрской школы-интерната минувшие каникулы не пропали даром. За 2 месяца производственной практики они построили в окрестностях Якутска летний лагерь для отдыха. Это только репетиция отдыха. Настоящий отдых начнется здесь будущим летом. Они живут в Якутии, в селе Дюнсюн, Усть-Алданского района, и учатся в одной школе. Они вовсе не собираются посвятить живописи всю жизнь. Маша, например, пока еще не выбрала себе профессию. Нюта мечтает поступить на математический факультет, а Тому интересуют иностранные языки. Что же касается живописи, то можете считать ее просто увлечением сестер Дорофеевых. А впрочем, давайте подождем, пока они подрастут.
Южане на севере. Таджикские кинематографисты гостят в Якутии. Сегодня их встречают жители села Намцы.